Живое наследие крымско-татарского народа. Орнаментальное искусство. Так называлась лекция, которая прошла в библиотеке имени Гаспринского. Своими знаниями делилась этнограф и исследователь Ульвие Аблаева. Сначала надо выучить и хорошо знать традиционную культуру. И только потом, тогда, когда ты уже ее знаешь, только потом уже развивать. Если ты не знаешь своих истоков, можно уйти в такие, скажем, дебри и дали, что оттуда не выберешься. И последующие поколения будут говорить, что вот это тоже, вот это вот наш кусок, совершенно неверный, какой-то миксовый, но вот это вот наше, и развиваем то, что вот это миксовое. Это неправильно. На 1,5 часа гости погрузились в экскурс по истории декоративно-прикладного искусства крымских татар. Было много-много ремесел, было много разных, да, там декоративно-прикладное, вот разные направления. Но, наверное, наиболее, можно сказать, удачно, да, что более-менее еще сохраняется вышивка. Там Зулейха Бекирова преподавала 90-е годы, передавала свои знания ученикам. Вот то, что не другие ремесла, а вот это, ну, немного ювелирное искусство благодаря Айдару Асанову. Причем самое интересное, самое легкое возродились, это махлама. Про махлама я вообще сегодня вы видели, да, даже слова не сказала. То есть это по плотным тканям. Сложнее гораздо было вышивать. Самое сложное, невероятно сложное, это уникальная совершенно татар и шлеме. Гости отметили важность таких встреч, особенно сейчас, когда волна глобализации грозит малым народам, стирая границы их идентичности. Но мы должны знать, хоть как-то узнавать свою историю, и декоративно-прикладное искусство – это, конечно, одно из них. Я просто поняла, что я ничего не знаю толком. Вот. По этой теме, то есть и по этой вышивке, я знаю, что вышивали вот сейчас фесы, там, марамалар, а чтобы настолько глубоко настолько это было все красиво, для меня это было вообще открытие, конечно, сегодня. Сегодня прослушав, да, для меня это высшая математика, когда девочка должна была усвоить 50 швов, и каждый шов подразумевал определенную математическую формулу, да, там 2, 4, 8 и так далее, как сегодня нам рассказала исследователь. Вообще это очень интересно. И на тот момент, я уверена, конспектов молодых барышень точно не было. То есть, чтобы они могли как-то это зафиксировать. Я не знаю, на каком это уровне, вот как это... Возможно, это какой-то код, который закладывался, да, и как это происходило, как они это запоминали, для меня это загадка, вот честно. Декоративно-прикладное искусство крымских татар уникально, неповторимо и красной нитью связывает прошлое и будущее народа. Главная задача, считают исследователи, не только сохранение и возрождение, но и изучение национальной культуры. Без мусульман халқы оларақ, Хурана yazılmış, что вы должны изучать и знать всегда, то я в этом убеждена. Надо знать обязательно. У нас, к сожалению, это беда нашего народа, беда нашей культуры, что мы многого не знаем о своей культуре. Это огромное поле. У нас очень мало исследователей, к сожалению, которые бы этим занимались. Это большая беда нашего народа.